Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Первый год работы движения первых в нашей стране завершен. Якутия подключилась ко всероссийскому движению детей и молодежи, одной из первых. Пришло время подвести определенные итоги о результатах деятельности движения первых в республике за прошлый год и о том, какие планы у первых на будущее. Мы сегодня поговорим с гостьей в студии Оксаной Михайловой, председателем Совета регионального отделения Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Оксана Тагировна, добрый день. Здравствуйте, Надежда. Мы встречались с вами не так давно, но тогда разговаривали о том, чем будет заниматься движение первых. А сейчас уже время подводить какие-то небольшие итоги. Какие случились самые масштабные проекты за 2023 год? Встречались и давно, и недавно, в сентябре, мы, кажется, виделись, в этой студии. И вот очень интересно, вы задаете вопрос про проекты, про мероприятия. И мне кажется, очень важно вот буквально прямо сейчас нашим уважаемым телезрителям сказать о том, что региональное отделение движения первых – это важная федеральная структура, созданная в нашем субъекте, как во всех регионах Российской Федерации. Это не ивент-агентство. Мы не организуем, не проводим мероприятия, проекты по заказу клиентов. Хотя, конечно, у нас тоже есть заказчик. Заказчик в нашем случае – это администрация президента Российской Федерации. И основная цель движения первых – это реализация государственной политики в деле воспитания детей и молодежи, детей от 6 до 18 лет. И я бы хотела, коли уж скоро про цель сказала Надежда, можно очень кратко, быстро сказать про некоторые важные задачи. Конечно. Про цели сказали, про задачи, про миссию, про ценности и вообще зачем это движение было создано в нашей стране. Поскольку оно еще молодое, не все с ним знакомы. Конечно, нам меньше года, но мы уже, понятное дело, какой-то рубеж прошли, и правильно, если мы подведем итоги и скажем о том, что предстоит на следующий этап, на текущий 2024 год. Да, прошу вас. Вот движение первых – это структура, которая формирует мировоззрение наших детей, наших молодых людей. И прежде всего уважительное отношение к своему Отечеству. Через создание условий, я намеренно говорю не вовлечение, а создание условий для участия каждого ребенка и молодого человека в коллективных, что очень важно, и общественно полезных, что еще важнее, делах. И в процессе молодой человек самореализуется и готовится к полноценной жизни в обществе. Это про то, зачем движение создано в Российской Федерации и почему это важно. А задача, понятное дело, это комплекс, но вот как пример, движение первых занимается формированием, воспитанием трудолюбия. Это важно, потому что последние 30 лет так случилось, что постепенно даже трудовое воспитание вымещалось из стен образовательных учреждений. Сейчас все меняется, слава богу. Меняется правовое поле. И вот над этим движение первых вместе с органами власти, заинтересованными структурами работают. И я вот в самом начале сказала, что мы не ивент-агентство, но мы, скорее всего, координируем ситуацию на территории всего нашего региона, потому что ряд государственных органов власти, общественных организаций должны объединиться, скооперироваться и сделать так, чтобы это было ровно в точку, говоря о воспитании, нашего поколения, нового, молодого поколения, и чтобы мы друг друга не дублировали, чтобы не было где-то густо, где-то пусто. Вот мы скорее как координаторы на уровне нашего региона. Вот если уже более так детально. У нас есть миссия, есть ценности. Если говорить о ценности, то это прежде всего семейные ценности. Мы, движение первых, формируем уважение к российской культуре отцовства, материнства. Мы прорабатываем внимание к теме многодетности, учим заботиться о старших родственниках, о бабушках, о дедушках. И в движении мы учим помогать младшим.
Через что это проявляется? Через Вот лекции? через те же коллективные общественно полезные дела, не через лекции. Хотя есть категория наставников нашего движения. Если вы заходили, вот в прошлый раз в сентябре мы с вами разговаривали, что на федеральном сайте буддвижение.рф можно зарегистрироваться в качестве участника, обучающегося до 18 лет, а дальше уже любой родитель, любой педагог может зарегистрироваться в категории наставник движения. Конечно, безусловно, бывают встречи, когда взрослый наставник рассказывает, но в большей степени мы практикоориентируемые. Дела предлагаем, и это согласно физиологии возраста, оно более действенно, более эффективно. А вот дети охотно занимаются трудовой деятельностью. Я имею в виду, что обычно же ребята, которые сейчас учатся в школах, им буквально нет ни до чего дела. А тут надо заниматься какой-то общественно полезной нагрузкой, думать о будущем, думать о тех, кто тебя окружает. Объективно скажу так, что у нас более 35 участников проектов, не просто зарегистрированных на сайте, а участников проектов, согласно статистике регистрации на федеральном сайте, это показатель заинтересованности. То есть говорить о том, что это детям мало интересно, слава богу, нет. Интересно, и дальше мы отрабатываем наиболее востребованные направления, востребованные проекты, которые позволят нам вовлечь как можно больше ребят, но на добровольной основе. То есть никакой обязаловки в движении первых нет. Это не будет так, что вы, как учащиеся школы, обязаны будете зарегистрироваться, вызовут родителей, если вы этого не сделаете. Нет, такого не будет. Самое главное, что да, тут на первом месте стоит аспект добровольности. Скажите, а вот есть небольшая статистика по муниципальным образованиям? Ведь там в каждой школе также есть представители регионального отделения движения первых. Есть руководители первичных отделений движения первых, конечно. Это же общероссийское движение. Да, буквально, у нас, мне кажется, уже практически, можно сказать, во всех школах, за исключением, может быть, некоторых арктических районов, в связи с тем, что есть сейчас, решается вопрос приема в штат сотрудников, наших специалистов местных отделений. А так, в образовательных учреждениях, в средних общеобразовательных школах, в техникумах, колледжах и уже в дошкольных образовательных учреждениях тоже есть первичное отделение движения первых. Есть проекты, которые вызывают интерес, есть педагоги, которые поддерживают наше движение и выступают в роли наставников. Есть родители, которые интересуются делами своих детей, они тоже регистрируются на сайте, чтобы быть в курсе, чтобы информационно, скажем так, ориентироваться в тех проектах, которые движение предлагает. Вот я, например, знаю, что многие родители из города Якутска дают обратную связь по такому специальному проекту, который называется «Мы граждане России». Это где ребенок, достигший 14-летия, в торжественной обстановке получает свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. И это важно, чтобы было и событием в семье, и событием в школе. Чтобы это не было так, что пришел в паспортный стол, получил, и что, и как. Чтобы через торжественную обстановку осознавал важность всего события. Конечно, это должно быть запоминающимся моментом. Оксана Тагировна, скажите, а вот учитывая, что 24-й год у нас в республике объявлен годом детства, а в стране годом семьи, какие мероприятия, какие планы есть у движения первых в связи с такой отчасти большой ответственностью? Если говорить про год семьи, то в нашем движении есть специальный проект, называется он «Родные любимые». Это про сплочение членов семьи и про их участие в проектах в жизни движения первых. В прошлом году мы провели фестиваль, очень похожий на мероприятие, которое раньше называлось «Мама, папа, я. Спортивная семья». Да. Но он шире и он интереснее, я бы сказала, по своему формату. И в этом году, в текущем 2024, в рамках Года семьи мы планируем форум «Родные любимые» в ноябре, в конце следующего года. С участием уже наставников не только педагогов, но
мероприятие рассчитано на вовлечение наставников из числа родителей. А в феврале состоится уже фестиваль «Мусустар» 4-й по счету. Движение первых будет там задействовано? А второй раз мы принимаем участие. В прошлом году у нас еще де юре даже не существовало, но мы уже брали на себя организацию одной из секций вот в рамках нашего регионального Мусустара. А в этом году, конечно, в этом году, я думаю, что более, ну, скажем, и массовости будет больше вот у участников движения, и смысловая нагрузка будет более такая вот серьезная, продуманная. А своя площадка у движения первых появится на Мусустаре? Ведь есть же различные организации, которые представляют сферы экология, образование, что-то еще. Площадка будет, она не будет в зачете, потому что, ну, собственно говоря, во всех других площадках тема движения первых, она звучит, она вот красной нитью вот так вот протянута. Ну, в рамках Мусустара мы готовимся подвести итоги смотра конкурса местных отделений, поддержать инициативы, то есть показать инициативы участников, обучающихся, и, ну, скажем так, их масштабировать. То есть те самые интересные инициативы, общественно полезные, детские, студенческие, мы показываем в рамках Мусустара. Сколько сейчас насчитывается ребят из Якутии в движении первых и, ну, возможно, к какой отметке вы стремитесь? Ну вот я уже сказала, что более 35 у нас тысяч участников только проектов. Зарегистрировано больше, но нам-то важно посмотреть, кто из них в активностях уже себя проявил. Это первое. А второе, я вот с коллегами недавно разговаривала, и мы очень рады, что федеральный центр дает установку не на, скажем так, не количественную, а качественную. Важно, чтобы вот все дети, которые зашли, все 35 тысяч юных якутян, которые зашли в проекты движения, чтобы они, ну, скажем так, максимально пользу вытянули для себя и были полезны в обратном направлении для одноклассников, для земляков, для, может быть, маломобильной какой-то группы населения своего района и так далее. То есть нам важно, чтобы наши проекты были интересные, популярные и, самое главное, полезные, чтобы все они работали на самореализацию наших ребят. Вот, нам нужно сделать все необходимое для того, чтобы социальные навыки развивались у них параллельно с формированием знаний, умений, навыков, за что отвечает система образования. Я думаю, к этому надо стремиться. Благодарю вас, Оксана Тагировна, за интересную беседу. Желаем вам дальнейших успехов в движении первых. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.